Да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж. Everybody, everybody, let's get into it. Get Шымкент қаласына бардым, шинамды шештіру үшін, және де тағыра кешігіп қалдым. Бір такси мені көріп, келесі станцияға апарып тастады, 30 мың теңгеге қадап. Және де ең бастысы мен пойызға үлгердім де Алматыға жол тарттым. Ассалаумалейкум ағайынды достар. Жаңа мен видео түсірген аттында майда барды, маған мисап беріп тұр, сіз қайта түсуге тура келді. Біз Донеге қайтан дайын көруге келеміз. Мен отақта боламын енді. Қыздар, есе мені көретін болсаңдар, суретке түсетін болсаңдар, бізге келіңдер. Біз күтеміз. Түрін барахолкада жүрген кезде қарманшып қалсақ қада? Маскамен, қап-қара, капюшон. Это мы. Это они. Мои подруги. Ютубқа 3 подписчик будет. Может, авторское право сейчас. Короче, барахолка, дананчихать, то мерчин того, короче. Анархизм, конечно, перевернуть это. Но это можно объяснить тем, что это посторонняя. Ирна Зажар. GSPD и Dead Blonde. Что за? Барахолкадан алған Ну это люкс. Люкс. Они оригинал. Короче, мен подаркаларын және де біз қазір бір атты алуға Он баратынбыз. мне курт не купил. Он Хорт, национальный хорт. Он не купил. Екі энергетик. Он все вот Мен это. операторға хорт берген жоқпын, бір штук сонда жмот болдым жаңа. Вот он жмот, понимаете? Он жмот. Жадина. Бір крутая домане. Кто, я или вот это исполнитель? Наза қалады. Девушка, девушка, Мен сүймейді сөйлесіп. девушка. Она тоже типа блогер, как вы. Блогерка. Тико ТВ-ның фанаткасы емес бұрында? Тико ТВ-ның фанаткасы İti Iyiydi. İti var mı değil? Ya, iti var ya. Ana var burunda Tiko. Ya. Onu adamdan mı? Салам, Казахстан! Привет, Алматы! Мы очень рады видеть вас сегодня здесь. Как вы можете заметить, с вами Давид GSPD и Арина Dead Blonde. А вместе мы Государственная служба пропаганды дискотек. Не берем взятки. Если музыка играет, значит все в порядке. Охраняем каждый вечер миллионы человек. Громче, 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 громче. Все вместе,
По фактам. Вот Песня это за песней. суровое предложение. Что такое фан? А что такое фан? Что такое ночь? А что такое ночь? Это аргумент, против которого ты не попрешь. Суженый, ряженый, приходи заряженный. Чистый, неподержанный, приходи заряженный. Суженый мой ряженый, приходи заряженный. Я тебе открою дверь, только никому не hello. Чуть больше моих песен, чем одна, вы должны знать, что наша движуха именуется Электроклуб. Мы очень рады впервые быть в Казахстане. Мы очень рады видеть всех вас здесь. Я надеюсь, что мы сделаем лучший концерт. Погнали! Мама, извини за мат. Это мат, это русский рэп. Ну, я чувствую, становится еще жарче. У меня к вам такой вопрос. Есть кто-нибудь, кто знает мои прям старенькие треки? Ну, старые для всех понятия разные. Вот я, например, 30-летний человек, себя старым не считаю. Для кого-то может быть 1 год старая песня. Давайте так, мы проверим, кто тут настоящие олдфаги одной песенкой. Но как только я спою первое слово, если вы действительно знаете эту песню, вы подпеваете и кричите громче меня. Хорошо? Да что вы расслабились? Хорошо? Погнали! Это прекрасный флаг. Посмотрите все вот туда. Большое спасибо, большое спасибо. Если был Евродэнс, значит надо делать тоже Евробит. Коля Лида с нами не приехал. Коля готовится к своему туру. Поэтому вы кричите за него очень громко. Не знаю, насколько вы готовы к такому перформансу, сейчас проверим. Мальчики приглашают девочек, девочки приглашают мальчиков. У меня есть песня «Медляк», и я хочу, чтобы под нее никто не чувствовал стеснения. Возможно, это ваш единственный шанс с кем-нибудь потанцевать. Забейте на все, никто не будет осуждать. Вы даже не знаете друг друга здесь. Просто приглашайте. А я вас очень люблю.
настолько жарко становится, что нам необходимо что-нибудь вот такое прохладное, возможно, дождь кислотный. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы все-таки не просто так сегодня сюда пришли, а потому что мы для вас какие-то особенные, не такие, как все, может быть. Мы буквально находимся в месте, которое называется жесть. Так вот, я приехал сюда к вам первый раз. И я, и Аришка ждем от вас максимального, как это сказать, культурно. Короче, максимальной жести, да. У меня есть один трючок, он самый громкий в программе. Он самый пробивной, самый какой-то скоростной. И я хочу посмотреть, знаете ли вы, что такое Rave-In, Russian Gamba? Все приготовили свои ушки. Сейчас будет больно. Вы готовы? Я не слышу. Готовы? Подскажите, друзья, а кого на концерты ходит больше вообще у вас? Мальчиков или девочек? Нужно проверить. Вот у нас ровно по одному сегодня в коллективе. Сейчас узнаем, что у вас. Пацаны, дайте шуму. Кайф. Девчонки, шуму. Пацаны, вы просыпаемся. Тихо. Тихонько, пацаны. Набрали воздух. Дали шуму, пацаны. Супер. Девчоночки, шуму. Я, походу, как-то не с того зашел вообще слово. Мужики. Тихо. Ну, вот мужики всегда страдают этим преждевременным, да, вот желанием показать себя.
Мужики, шума! И я знаю, что сейчас будет. Девчонки, добиваем! Дайте шума для девочек! Я надеюсь, здесь есть хотя бы одна девочка из Питера. Если не здесь, то хотя бы тут. Алмата, вы супер! Нам очень нравится у вас! Вы прекрасные ребята сегодня здесь! Лучшие люди города! Именно здесь собрались! Именно здесь! Не сочтите за трудность мою просьбу. Я видел где-то прекрасный флаг. Можно я с ним сфотографируюсь? Он мне очень понравился. На память о том, что я был у вас, на том, что я был в Казахстане, что я был в Алматы. Или все, или он уже пропал, или уже нету. Сейчас будет. И я сейчас его отдам. Я просто реально хочу, чтобы мне это осталось в памяти. Сейчас сделаем. Спасибо, спасибо. И сейчас я одну штучку сделаю, буквально на 10 секунд забегу в Нарнию. Нет, ну... Ему очень, видимо, сильно флаг понравился. Я поняла, я поняла. Вау, ассалам алейкум, брат! Это что такое за красота? Мне это подарили сегодня перед концертом на Meet and Greet. Я считаю, что вот эта песня должна быть именно вот так. Ариш, можешь меня сфотографировать с флагом? А ребята, я попрошу всех, можете, пожалуйста, свет сделать, чтобы мы всех людей видели, что у нас люди здесь? И я даже вот прям вообще по сумасшествию. Я сейчас прыгну в центр, и чтобы людей всех было видно. Супер, друзья! А теперь мой... Я прошу, чтобы весь зал распределился на две половины. На две равные половины. Молодых девочек, хрупких, маленьких, пацанов, которые еще прям юные. Я очень прошу, отбегите подальше, потому что сейчас все перемешаются, потому что будет настоящая жизнь. Знаете ли вы, что такое стена смерти?
бежит направо, право бежит налево. Тихо-тихо, слушая меня, это важно. Вы сломаете друг другу руки, сломаете ноги, сломаете судьбы и жизни, но только аккуратно, чтобы ничего не повредить. На моей руке есть кольцо, и там написано «Не чувствую свой пульс». Так вот, я хочу, чтобы под эту песню вы показали мне, что могут в Алматы. Итак, никто не бежит в центр до моей команды, а команда моя будет очень простая. Я вскину руку вот так вот вверх, и вот такой дамах, и тогда вы бежите друг на друга. Я уже слишком много говорю, я должен у вас спросить. Если те, кто не хочет в этом участвовать, поднимите руку. Кто хочет участвовать? Кто уже ничего не чувствует? Значит, вы готовы ко всему. Итак, посвящение. Все, кто рэп-эпидемии, впервые в Казахстане объявляют крутые удачи! вспомнить. То ли это песня про девочек, то ли это песня про... То ли этот мальчик есть пусть. А то ли этот мальчик на девятке. Вот давайте про него и споем. Сейчас я попрошу фонарики на всех ваших телефонах достать, включить. Куплеты поете вы, потому что я слова не знаю.
Спасибо, Алматы, за то, что вы здесь. Я очень рад, что мы увиделись с вами сегодня. И запомните, любая зависимость – это плохо. Вот такой вот небольшой подарочек мы привезли специально для Казахстана и Алматы. С вами были Давид GSPD и Арина Деблонд. Давид GSPD удалил стадионный трек со всех площадок. Ну что, антихайпики, настало время распедалить за стадиона и стадионову жену. Ну, он даже осознанно выхолащивает свою музыку, делает ее все более и более посредственной, все более примитивной и гордится этим. И скатывался вот в это состояние бесконечного самодроча. Просто можно посмотреть его телеграм-канал, все, что вы увидите там, это какой же я охуенный, как же у меня собирают песни, как много людей пришло на мои концерты, я купил окна за 80 миллионов рублей в свой дом, я такой богатый, я такой охуенный. И ничего кроме этого. Ну, естественно, мы это все наблюдали, но не высказывались никоим образом, потому что для нас, прежде всего, это лояльность. И пока человек сохранял лояльность, это было терпимо для нас, можно сказать. Но даже лояльность он потерял, свел ее на ноль, предал наши хорошие, добрые отношения, когда начал писать свои какие-то вот эти умозаключения про то, что все ходы антихайпа, они ожидаемы. Непонятно, что вот он ожидал. Он ожидал альбом «Ты не говна», или, может быть, «Горгород 2» он ожидал. Не знаю, просто это случается, когда вот человек получает много вот социальных поглаживаний, социального одобрения. Он начинает веровать в то, что он эксперт по всем вопросам и высказывается на темы, в которых он буквально ничего не понимает. То есть, вот это он там в противовес ставил то, что Оксимирон снова маму начал ебать. И буквально он повторял теки Эльдара Джарахова, который был в восторге и кричал, как это весело и оригинально, что Оксимирон снова начал ебать маму. И вот Давид GSPD вот скатился до уровня Эльдара Джарахова. В итоге вот какая-то творческая оригинальность на нуле, лояльность на нуле и на какие-то попытки легонько его потроллить, да, обратить на это внимание, он отвечает только обиженным бормотанием. И все, вот все, что на что он способен. Единственное, что хорошее осталось у него, это его жена. Аришка Деблонд, это, конечно, красивая девушка и умная, и всегда в ней какая-то душевность присутствовала. Поэтому, что хочется сказать. Очевидно, что мозг стадионовской этой организации — это Аришка Деблонд. Давид GSPD уже все просрал, поэтому я принял решение вызвать на баттл на площадке Кубок МЦ Арину Деблонд. Ариша, выходи 1 на 1 и посмотрим, чье эо все-таки сильнее. Жду ответа.